Добрый день, ребята. Вашему вниманию суммативное оценивание за раздел «Научные открытия и технологии СОР номер 8, 8 класс, русский язык и литература». Так, первое задание. Прочитайте текст и выполните задание. Первый текст. Есть ли жизнь на Марсе? Возможно, а, воз- возможно, в 2015 году аэрокосмическое агентство НАСА опубликовало фотографии а, марсианских гор с темными полосами у их подножья. Они появляются и пропадают в зависимости от сезона. Дело в том, что эти полосы являются неопровержимым доказательством наличия на Марсе воды в жидкой форме. Ученые не могут со стопроцентной уверенностью сказать, имелись ли такие особенности у планеты в прошлом, но наличие воды на планете открывает множество перспектив. Например, наличие воды на планете способно оказать помощь, когда человечество наконец-то соберет пилотируемую миссию на Марс где-то после 2024 года. По самым оптимистическим прогнозам, астронавтам в этом случае придется вести с собой гораздо меньше ресурсов, так как все необходимое уже имеется на марсианской поверхности. Текст номер 2. Гравитационные волны. Гравитационные волны – это ряд пространства и время, двигающиеся со скоростью света. Они были предсказаны еще Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности, согласно которой масса способна искривлять пространство и время. Гравитационные волны могут создаваться черными дырами, и их в 2016 году смогли обнаружить с помощью высокотехнологического оборудования лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории или просто ЛИГО, подтвердив тем самым столетнюю теорию Эйнштейна. Это действительно очень важное открытие для астрономии, так как оно доказывает большую часть общей теории относительности Эйнштейна и позволяет с помощью таких приборов, как ЛИГО, в перспективе определять и следить за событиями огромных космических масштабов. Так, гравитационные волны. Это было прочитано. Итак, задание по прочитанному тексту. Первое. Сравните содержание текста, определите тему, идею, стиль, жанр, тип, языковые особенности текстов. И нужно предоставить в виде таблицы. Итак, вашему вниманию таблица по двум текстам. Тут критерии сравнения: основная тема, идеи, языковые особенности, стиль, жанр, тип текста. Ну, давайте первое прочитаем. Основная тема «Если жизнь на Марсе». Этот текст касается вопроса о возможности существования жизни на планете Марс. Гравитационные волны – основная тема. Этот текст посвящен гравитационным волнам, э, предсказанным Альбертом Эйнштейном в его теории относительности. Идея текста. Если жить на Марсе, основная идея заключается в поиске жизни в космосе и исследовании Марса. Так, гравитационные волны. Идея текста. Основная идея заключается в объяснении и понимании гравитационных волн и их возможностей в современной физике. Так, языковые особенности текста. Если жизнь на Марсе, текст ориентирован на популярную аудиторию и использует доступный язык. В нем могут встречаться научные термины, и они объясняются для широкого круга читателей. Так, дальше сами дочитайте. Так, второе задание к тексту. Это нужно написать текст публицистического стиля объемом 50-60 слов. Послание, призыв на тему «Вперед к вершинам науки». Соблюдайте особенности стиля. Преданные искатели знания
Пришло время совершать великий подвиг и войти на вершины науки. Вперед, преодолевая преграды и сомнения, исследуйте, исследуйте еще раз и исследуйте, открывайте новые горизонты познания. Отважно соприкасайтесь с тайнами природы. Ваши открытия положат путь к прогрессу и благополучию. Вперед к вершинам науки, к лучшему будущему нашей цивилизации. Так, на этом все. Не забываем подписаться, поставить лайк и написать комментарий.